ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Только попробуйте изгадить имидж республики. Это и другие, не менее громкие напутствия от временно исполняющего обязанности главы республики Коми Сергея Гапликова. В рамках рабочего визита 16 октября он посетил Ухту и Сосногорск. Проверка коснулась строящихся домов для переселения из аварийного жилья, знакомство с некоторыми предприятиями. В 17 часов столичный гость провел совещание в Ухтинской городадминистрации. Тема – актуальные вопросы развития района. Аэропорт сделать не можем, хирургический комплекс построить не можем. Но зато здание, сооружение, которое надо построить по программе, и республика дала 400 миллионов, коту под хвост. А сами 19 миллионов вложили. Да что ж так не жить-то? Красивые вы мои. Да крачи-то бы хотя бы к этому отнеслись. Зубами бы вырвали результат. Чтоб никого я там сегодня на стройплощадке из вас не видел. Заседать привыкли. Обсуждать привыкли, советы давать. На стройплощадку сходите, свой труд вложите, раз деньги профукали. Вот тогда я буду понимать, что вы хотя бы чем-то полезны. Столичный гость работой местных властей недоволен. Он пообещал, Ухту без внимания не оставит. То ли в шутку, то ли всерьез сказал, когда «Газпром» переедет в новое здание, попросит там отдельное представительство для республиканских органов и будет приезжать как на работу 2 раза в неделю. На что получил немедленный ответ гендиректора «Газпром-Трансгаз Ухта». Уже выделили. Гапликов ставит такую решительность в пример нашим чиновникам. Вы на свои показатели посмотрите. Вы посмотрите на свой потенциал, который у вас есть. Вы посмотрите, сколько у вас работает здесь предприятий. И посмотрите, какой у вас уровень собираемости налогов. Что вы здесь докладываете? Что вы меня позорите перед общественностью? Отчеты чиновников Сергей Гапликов называет плачем Ариадны и продолжает: если это продолжится, то плакать придется в другом месте. Сегодня он проверил строительство домов в поселках Шудаяк и Дальний. В аэропорту 5 домов на 36 квартир плюс еще один на 40. 3 участка уже подключены к отоплению. Нам сроки поставлены: конец года основные строительно-монтажные работы завершить по данным жилым домам. За моей спиной вы видите дом, который строится по второму этапу. По нему закрывается контур, начинается монтаж отопления и ведутся проверочные работы. Задача стоит основные строительно-монтажные работы завершить в этом году. Благоустройство относится на следующий год. В Шудаяге 2 дома в рамках первого этапа переселения на улице Больничной и Совхозная 24. В рамках второго этапа Совхозная 26 на 24 квартиры. На сегодняшний день тут завершена кирпичная кладка. С понедельника планируют заняться кровлей. К исполнению второго этапа мы идем в графике. По Совхозной 24, я, как уже сказала, завершены основные строительные работы. Идет только устранение замечаний. И что касается улицы Больничной, были определенного рода проблемы, нас подвел генеральный подрядчик, поэтому было принято решение о привлечении субподрядной организации «БИТИС». На сегодняшний день она у нас с августа месяца вышла на площадку темпами в двухсменном режиме, наверстывает упущенное. Планируем до конца года завершить этот объект. Если объекты не удастся сдать в положенный срок, то республике придется уплатить многомиллионный штраф за срыв программы по переселению. Перспектива нерадужная, поэтому Гапликов планирует активно следить за данным вопросом. Как пояснил начальник управления капитального строительства, летом в Ухте была организована видеосвязь, в частности на участке Больничном. Со временем появились проблемы. Хоть Сергей Гапликов пока и не требует подобного видеоотчета, Марианна Феденишинец пообещала наладить связь. Тем более, что техническая возможность прямой трансляции есть.